во многом нам всем вместе снимает ту самую колоссальную нагрузку, которая ложится на систему здравоохранения именно в этих условиях. Те же самые вещи можно говорить и относительно, значит, различного рода призывов общественных организаций, контрольных каких-то определенных функций, для того, чтобы мы все вместе могли решать те или иные задачи. Здесь в зале присутствует народный депутат Павел Ксенофонтов. И когда я от него по утрам получаю смс-ки, а можно я у себя распространю, значит, вот среди коллектива вот такие разъяснения по пандемии, это не может не радовать. Он работает совершенно в другой структуре Саханнефтегазсбыта, так же, как и я, ничего не понимает в коронавирусе, не отличает антитела одни от антител другие, но он точно так же способен непосредственно всем вместе разрешать эту ситуацию. И вот именно пандемия показала, что такое сообщество возможно. На этих же принципах, на принципах, безусловно, здесь в зале очень много людей, которые, я просто вот набрала тех, кто со стороны общественности, так как мы в общественном центре находимся, как пример, и в зале находятся у нас многие главные врачи, в том числе Николай Николаевич Васильев, руководитель клинической больницы, который на себя, значит, взял основную нагрузку по, соответственно, борьбе с этим вирусом, и самый первый вошел. Конечно, им огромная благодарность, не только от всех, но практически от каждого. И поэтому сегодня как раз вот этот кейс борьбы с пандемией, наверное, и натолкнул в какой-то мере главу Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева к тому, что в прошлом году он подписал свой указ, и в послании определил, что 2021 год в республике будет годом здоровья. Годом здоровья, и затем уже, когда начали готовить документы по реализации этого года здоровья, пришли к тому, что, в принципе, республика должна и ставить перед собой задачу десятилетия здоровья. Десятилетие здоровья именно, соответственно, с точки зрения того, что именно сегодня, именно здоровье человека, и только здоровый человек может говорить и вообще являться субъектом такого устойчивого развития в целом государства как такового. И, ну, наконец, я возвращаюсь, если можно, к докладу. Я не выйду за пределы, да, сам факт. И сегодня, когда мы говорим, что же такое этот указ, я все-таки о нем скажу, да, безусловно, это указ, в котором определены основные концептуальные позиции, именно основанные на том, что базовка является человеком. Республика по цели указа, по десятилетию здоровья, должна войти в клуб 80+. Это регион с наиболее большей продолжительностью жизни. И поэтому все наши усилия, все вместе, должны быть направлены на создание благоприятной и здоровой среды для жизни якутян, на повышение качества и доступности медицинской помощи. Стратегическими в качестве приоритетных определены 5 направлений. Первое – это формирование ответственного отношения к своему здоровью как к норме жизни. А вот какая это должна быть норма жизни у нас здесь, на севере? Должна ли быть она некой отличной, чем норма жизни непосредственно где-то в другой точке мира, например? Да? Вот это вот и должны мы определить в своих действиях, создав соответствующие условия. Также развитие генетики. Каждый человек как дерево с корнями. И поэтому в зависимости от того, насколько, а именно, вот, к сожалению, я говорю опять о пандемии, именно в условиях пандемии мы стали еще больше ценить то, что мы не одни в этом мире. Стали заботиться о своем старшем поколении, стараться не перенести им вирус, если вдруг случайно заболели, стали заботиться о детях. И, соответственно, вот это вот генетическое развитие человека и знание, соответственно, здоровости и состояния жизни каждого человека, оно также у нас стоит в приоритетах. Безусловно, фактором является обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Сегодня у нас достаточно серьезный, мощный, молодой потенциал в учреждении здравоохранения. И как, например, в онкологическом нашем центре, да, я условно всегда так называю, Лена Николаевна, когда смотришь на ее ребят, которые работают сегодня практически у нас оборудован онкологический центр по последнему слову техники, они, по сути дела, уже являются медиками-физиками, с какими горящими глазами они работают. Конечно, считаем, что мы, в общем-то, достаточно заложили основу для того, чтобы квалифицированные кадры были. Но жизнь не стоит на месте.
И мы уже должны двигаться дальше для того, чтобы у нас появились еще более квалифицированные кадры. И вот здесь определенного рода международная история должна происходить, потому что квалифицироваться и получать эту квалификацию, повышать, мы можем и позволяем себе в республике сегодня во всем мире. И развитие науки в сфере здравоохранения – это вот наша такая республиканская история, как какой-то, знаете, кейс базовой успешности. Мы однозначно должны сделать прорыв в этом направлении. И сегодня мы смотрим как на прорыв в направлении различного рода новых форм лечения, так и по нашему базовому, такой базовой нашей позиции, как непосредственно изучение ожогового и, соответственно, значит, центра нашего, в котором у нас действительно есть уникальные познания, только у нас лечение обморожений. Такого количества вот людей на одной территории для того, чтобы изучать эту историю, ее нет практически нигде в мире. И в стране тем более. Поэтому определенного рода наработки в данном вопросе есть. И, наконец, развитие цифрового здравоохранения и другие направления. И именно пандемия показала, что во многом все цифровые технологии, от облачной поликлиники, заканчивая от использования искусственного интеллекта значит, в диагностировании ряда заболеваний, в том числе непосредственно и ковида, они во многом нам позволили разрешить ряд проблем. Но в этом вопросе мы видим, безусловно, последующее наше развитие. Поэтому, конечно же, добиться результата в этом направлении невозможно лишь только путем расширения своих практик. Необходимы глубокие коренные преобразования в обществе. И именно здесь это и будет являться, именно глубокие коренные преобразования в обществе, изменение отношения человека к своему здоровью, и является одним из актуальных трендов и задач, национальных целей, которые определил глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. При этом здесь же опять это не просто слова органа государственной власти, это четкая скоординированность и соотношение с мнением общественности республики, в связи с чем сейчас ведутся работы по созданию Совета по благополучию и устойчивому развитию при главе на основе сотрудничества государства, общественных институтов и граждан, а также применяем новые всевозможные методы. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Мне нравится, что наконец мы перешли на индивида. Не как все, а как я должен, как мы в своей местности должны поступать, что я лично должен или должна сделать. Про города индивида, да, что нельзя всех под одно решение какое-то подгонять. Мне это нравится, что хотя бы в повестке тема появилась. Может быть, и на практику мы тоже постепенно перейдем. Следующий наш докладчик Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, директор Независимого института социальных инноваций. Доклад звучит как «Здравоохранение в меняющемся мире». Куда уж более актуально, да? Да, коллеги. Спасибо огромное, Айсен Сергеевич, Ольга Валерьевна, спасибо великолепно. Вы осветили уникальные вещи, которые вы делаете у себя. Я хочу сказать, что была поражена, когда смотрела содержание указа вашего губернатора. На самом деле видение до 50-го года, а это означает, что действительно комплексные и важнейшие подходы, которые вы уже реализуете и которые наверняка принесут успех, действительно, наверное, являются образцом для многих других субъектов Российской Федерации. Вообще, хочу сказать, что республика уже сегодня достигла замечательных успехов в плане общественного здоровья. Одно то, что, несмотря на пандемию, в 2020 году соотношение родившихся превышает число умерших практически на 30%. Это редкая ситуация для Российской Федерации. И то, что Якутия входит в топ-5 регионов с уровнем диспансеризации мужчин, уступая только Мордовии, Кургану и Тыве, это колоссальное достижение. Да, 71,1 лет жизни, ожидаемая продолжительность жизни общая, конечно, говорит о том, что 80 плюс вполне достижимо. Вы действительно выделяетесь из всех субъектов Дальнего Востока и во многом из Российской Федерации.
Но понятно, говоря о том, что впереди нас, помимо вызовов пандемии, все-таки ждут никуда не девшиеся вызовы и экологического характера, и демографического, и действительно технологическое развитие, которое серьезно меняет потребность в ресурсах медицинской помощи, социальной помощи, рост потребности высокотехнологичной помощи в связи со старением населения будет происходить повсеместно. Действительно, дефицит врачебных кадров, в первую очередь высококвалифицированных, которые обладают и уникальными знаниями относительно каждого заболевания, и при этом имеют широту взглядов на человека в целом, как целую вселенную, индивидуализированную, не похожую на других. Все это новые вызовы, с которыми сталкивается система здравоохранения. Конечно же, технологическое развитие и формирование абсолютно новых подходов в лечении заболеваний, новые методы, новые подходы, новые научные достижения, они очень активно входят в практику здравоохранения и, естественно, тут же отражаются в возрастающих потребностях наших пациентов. Каждый из нас хочет иметь доступ к лучшим тактикам, к лучшим лекарствам, к лучшим технологиям. Развитие цифрового здравоохранения и цифрового будущего с носимыми гаджетами, с искусственным интеллектом, и с телемедициной, и с передачей изображений. Все это действительно становится практикой современной системы здравоохранения. Понятно, что в Якутии, как нигде, могут быть отработаны все элементы вот этого большого зонтичного термина «доступность», которое вошло в Конституцию, с элементами физической доступности, логистической, кадровой, компетентностной, технологической, экономической. Каждый из этих элементов действительно требует совершенно новых и абсолютно персонифицированных подходов. Вообще система здравоохранения будущего становится не только пациентоцентричной, она становится технологоцентричной, она становится нозологически центричной, она фокусируется на абсолютно разных потребностях, абсолютно разных возможностях, абсолютно разных подходах. И это все, безусловно, приводит к тому, что очень серьезно возрастают потребности в ресурсном обеспечении и информационной поддержке деятельности систем здравоохранения. Существует понятие арифметики здравоохранения, которое гласит, что 0,5% населения потребляют 25% ресурсов системы здравоохранения. 10% населения требуют 75% ресурсов, 2/3 ресурсов здравоохранения всего лишь на 10% населения. Рост технологической обеспеченности, безусловно, сдвигает эти проценты еще дальше. И основная задача любой власти, любого органа управления здравоохранения, любого сообщества – это сдвинуть соотношение тех слоев населения, тех 50% населения, которые требуют всего лишь 3% ресурсов. Нужно сдвинуть его в сторону 52, 55, может быть, даже больше процентов населения, которые самостоятельно, с помощью ответственного самолечения, с помощью экологии, экосистемы сохранения здоровья, сохраняют свое здоровье, берегут его и делают основной упор на профилактику и снижение потребности в дорогостоящей, высокотехнологичной, фундаментально обеспеченной научно-медицинской помощи. Здоровье – уникальный ресурс, ценность которого мы действительно с вами, наверное, сейчас впервые так глубоко оценили. Но для того, чтобы достучаться до каждого, для того, чтобы донести важность и ценность здоровья каждому из совершенно различных по ценностным характеристикам поколений, которые на сегодняшний день проживают в Российской Федерации,
5 поколений с совершенно разными условиями их жизни, совершенно разными ценностями в отношении здоровья, необходимо формировать абсолютно фокусный подход к информации, к работе с ними, к поддержке и сопровождению этих категорий населения. Да, действительно, сейчас в мире разработано порядка 100 различных методик, которые могут мотивировать либо менять поведение населения, отношение своего здоровья. И, конечно, органам власти предстоит создать такую конструкцию из этих подходов, которая будет специфична для каждой из группы пациентов или каждой из группы населения с их ценностными характеристиками. Это означает, что появляется еще один новый вызов, помимо вызовов технологических, кадровых, компетентностных, новый вызов и с точки зрения организации систем здравоохранения, и с точки зрения образования врачебных кадров. Безусловно, рост потребностей в справедливой помощи, рост потребностей в персонифицированной, доброжелательной и компетентной помощи со стороны наших пациентов одновременно приводит к абсолютно иным формам образования врачебных кадров. Мы действительно должны сформировать уникальных специалистов в узких направлениях, но обладающих широким взглядом и на пациента как личность, и на сообщество пациентов в целом. Конечно, все эти новые вызовы накладываются на растущую потребность населения в этичном, экологичном и справедливом существовании в рамках окружения городской среды, в рамках окружения того сообщества, где они живут. Поэтому вовлечение общественных организаций, вовлечение окружение соседей, родных в заботу о здоровье каждого – это уникальный опыт, который в том числе был реализован в Якутии. Я знаю, что Якутия одна из первых вводила новые подходы к стимулированию вакцинации, во многом повторяемые сейчас другими субъектами федерации. В любом случае, то, что в республике формируются и отрабатываются новые подходы, которые действительно могут потом тиражироваться на огромное количество территорий с аналогичными сложными условиями доступности, то, что на территории реализуются подходы, обеспечивающие повышение качества медицинской помощи, это факт. И эта история заставляет действительно очень внимательно присматриваться к тому, что делают здесь заинтересованные, явно очень грамотные и увлеченные своим делом люди. Спасибо огромное. Было крайне интересно знакомиться с указом вашего лидера. И очень надеюсь, что то, что вы задумали в том комплексном плане развития территорий, действительно позволит достичь тех успехов, которые там обозначены. А система здравоохранения, мы об этом сегодня много говорим, это та сфера, которая по сути является в экономических терминах шестой волной Кондратьева, отраслью, которая абсолютно иначе переформатирует всю нашу жизнь, все социально-экономическое развитие общества. Поэтому развитие здравоохранения, привлечение внимания к проблемам здоровья – это то, что действительно будет служить предпосылкой достижения успехов и в иных отраслях экономики и нашего благосостояния. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Подкинули вы в огонь нашего диалога цифры, над которыми надо очень и очень подумать. Я так поняла, что вы свели все к превентивной медицине. И тут, наверное, тест-системы нам в помощь. Очень важная ценность, которую нам
дала пандемия. И очень приятно вас, Лариса, увидеть не только в студии телеканала «Россия». Да, Леночка. Спасибо за выступление. Мы идем дальше. Гаштасп Мазафари, генеральный секретарь Азиатского форума мэров. Восстановление систем здравоохранения для противодействия кризису в будущем. Роль местных органов власти. Я сразу попрошу вас, пожалуйста, придерживайтесь регламента. Thank you very much, everyone. Большое спасибо Excellency, the Honorable President, всем. distinguished mayors, dear colleagues from Уважаемый мэр, all дорогие Asian and коллеги, European cities, my dear colleagues in Азиатских international европейских organizations, мои дорогие especially коллеги по my friends международным from организациям, LG, from Spain, Emilia Saiz, and from UCAT Eurasia, Mr. Sachko. Thank you for inviting me. I am very glad to be with большое you in спасибо за this приглашение. fruitful meeting. All of you are in a very good health and spirit. It is now clear Все to all of us чувствуют себя that хорошо. urban life after COVID-19 pandemic had changed forever. We are no longer in an age of optimism. I mean the time that no one predicted it's likely that the world could be attacked by a global pandemic. Конечно, мы до этого не But думали, it has что happened наш now. мир может And it is подвергнуться атаке noticeable такого even the вируса. powerful economic, social, and health systems И, конечно have же, major она efficiencies in the face of the повлияла на все pandemic. сферы нашей жизни, социальную, экономическую. This is future illustrated by the World Health Organization's not so successful performance. It should be noted that WHO may not really be able to do much because we haven't designed an efficient priority for local, national, and global public health systems. How can international organizations, when its fingerprints barely reach further than a special region, be effective? In fact, it was seen that the global institutes are suffering from a lack of either local forces or local mandates, while local circumstances, including culture and geography, are very important. Following the lack of sufficient resources and support from local authorities, following the recommendations and instructions of the WHO, it is truly difficult in lack of sufficient resources and support from local authorities. If local governments have been developed, even in the most remote areas, the responsibility of basic necessities to tackle this global dilemma would have arisen swiftly. However, seldom have debated the impact of global government on public health among the communities. Assessment, planning the agendas and policies, and assurance. These are the three main keys that local governments need to address in terms of public health. Not only do local governments play a significant role in shaping popular forces to contain the issue, but given the importance of raising awareness, they can also shed light on pandemic sub-problems, such as vaccine hesitation or other conspiracy theories. That these do not help out control the pandemic. On the other hand, the functional health systems must care about 5 measures so that its society would stand at the highest level of hygiene. Biostatistics, epidemiology, health policy, the social and behavioral sciences, environmental health sciences. The question is whether our local governments need to change to have an efficient health system. I believe that change starts from this point. A look at the performance of different countries shows that where the local governments has been stronger,
the pandemic has suffered fewer многих странах casualties. показывает, что The more local governments there is, the успешная more борьба efficient it с is. пандемией оказалась The именно important в тех proposition странах, there в тех is, местах, the где stronger local governments, эффективно the отработали more местные efficient власти. healthcare system. Crucial to this is to create vibrant, inclusive, and equitable cities. I mean local Мы communities должны for a balanced строить development, очень focusing on устойчивые citizen health not only надежные replace города, the harmful trends of the global population, but also provides the inextricable links between health, economic, productivity, social stability, and inclusion, climate change, and healthy environments, и and a поэтому от нас built-in environment требуется создание and в городах governance. такой среды, которая обеспечила Having бы баланс considered that между the more системой than half of здравоохранения, the world's экономикой, projected производством population и социальными living институтами. in cities by 2015, where they were not yet born or not live. It is important to move to a more localized healthcare system. И поэтому нам But сейчас it is важно easier said двигаться в than сторону done, более локальных and систем wishes won't здравоохранения. wash dishes. To do so, we need a roadmap, which Для этого нам includes нужна дорожная various карта. levels of the tasks concerning for health equity at all levels, from local to global, and from которая human обеспечила to бы planetary равный health. доступ And к also, it медицинским could be услугам на всех used by уровнях. everyone involved in the planning process, whether you are an urban planner, mayor, developer, architect, engineer, researcher, or public health professional, doctor, nurse, community health worker, or Поэтому система local создания community этой activists. городской среды This должна принимать document участие и should aim городские at власти, и inform and inspire архитекторы, и people and застройщики, и officials инженеры, while providing и them специалисты по with some здравоохранению. practical information on how to take action. This roadmap should consider То есть нам several всем нужна issues. информация, как достичь First, наших целей, what are the которая должна быть criteria for отражена в guaranteeing нашей the дорожной карте. authority of the local government to enter the field of health? The second is the issue of funding, which solves part of the first. А второй Third, момент there – are это tools финансирование. that can help increase the efficiency of the healthcare system. Finally, we need to understand how and why we got Как to нам this point. усовершенствовать систему Understanding здравоохранения this при имеющихся itself, ресурсах? a pathology of the local government. Urban leaders, health and planning professionals are at the front line of the task. To achieve such an atmosphere, several strategies must be considered. И для достижения Democratize наших local целей governments нужна as much несколько as possible, стратегий. moving towards the local health system instead of large networks, continuous review of treatment trends Необходимо and усиление statistics связи related to public health, администрации городов в using системе local здравоохранения. creative capacities with the aim of creating social capital to strengthen the health Потому что вот system эта based on медицинская local структура, она government. поможет создать To summarize, здоровый социальный Owing капитал. to the fact that the local government's structure and plot has a huge capability to tackle epidemics, we should care more В about структуре городских it администраций politically. должно быть достаточно Otherwise, the promise of которые the могут реагировать locality на will be failed. различные эпидемии. I wish all of you ever increasing health and prosperity, Я and thank you желаю very вам much всем хорошего again здоровья. for inviting И me to большое this. спасибо за meeting. приглашение Thank you на very эту much. встречу. Большое спасибо. Хорошо, когда, как говорил наш классик, в друзьях согласие есть все-таки, в друзьях на разных концах земли. Спасибо, пожалуйста, спасибо большое, Гаштаз Мазафари, я уже решила сократить, и спасибо и пожалуйста. А вот, пожалуйста, Сергею Рыбальченко, генеральный директор АНО, Институт научно-общественной экспертизы, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации. Пожалуйста, с докладом. Елена, здравствуйте, вы меня слышите? Да, здравствуйте. Да. Я тоже рад вас видеть не только в студии программы
«Утро России», поэтому с большим удовольствием расскажу о том, что делает Общественная палата и общественные организации в сфере общественного здоровья. Но прежде всего хочу поприветствовать наших коллег от Общественной палаты и комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Поскольку один из вопросов нашей комиссии и темы – это демография, а здоровье и общественное здоровье входят составной частью в демографическую политику, то и тема общественного здоровья не может нас не затрагивать. Тем более, что много лет уже мы сотрудничаем с Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки». Эта ассоциация России представляет более 128 муниципальных образований Российской Федерации из 18 из 28 регионов и порядка 18 миллионов человек. Я хотел бы здесь отметить особую роль активного города этой ассоциации Якутска, поскольку работа этой ассоциации в конечном счете и направлена на устойчивое развитие местных сообществ и на повышение потенциала здоровья в местных территориях. Пример такой очень короткий, с цифрами, поскольку он бывает показательным. Вот председателем Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» является губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников. Причем он стал председателем ассоциации, еще будучи мэром города Череповца. Но, тем не менее, вот та деятельность, которую мы проводили вместе с Вологодской областью, жесткие карантинные меры, а мы не можем сейчас о них не говорить, они привели к определенному результату. И если в прошлом году в целом по Российской Федерации ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,8 лет, то, например, в Вологодской области этот показатель составил всего лишь чуть больше 1 года, то есть на 40% меньше. О чем это говорит? О том, что если мы жестко устанавливаем принципы карантина на уровне муниципальных образований, если мы соблюдаем, то мы в конечном счете снижаем общую смертность населения, потому что это очень важно. И сейчас об этом нужно говорить. Я, конечно же, поддерживаю моих коллег в Республике Саха-Якутия, потому что это жизни наших граждан прежде всего. Второй момент, о котором я хотел остановиться, я хочу приветствовать новую инициативу по десятилетию здоровья в Республике Саха-Якутия. И я надеюсь, что эта инициатива соединится с инициативой десятилетия детства в Российской Федерации в плане здоровья детей, поскольку дети – это важнейшая целевая группа, приоритет государственной политики Российской Федерации. И если в теме здоровья здесь мы увидим определенные достижения инноваций, то на уровне Общественной палаты, на уровне комиссии мы готовы всячески поддержать. Несколько слов о достижениях Республики Саха-Якутия. 17 июня состоялась 6-я Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока». Республика Саха-Якутия входит в состав регионов, которые находятся на территории Дальневосточного федерального округа. И в рамках этой конференции я отмечал успехи республики в снижении смертности от внешних причин. Смертность от внешних причин – один из ведущих факторов смертности и низкой ожидаемой продолжительности жизни в республиках, в регионах Дальнего Востока. Так вот, за последние годы в республике есть очень хорошие результаты. Ну, например, с 2017 по 2019 год в республике удалось снизить смертность от внешних причин на 21%, причем смертность от травм и несчастных случаев на транспорте на 18%, от самоубийств на 23%, от убийств на 33%, от самоубийств на 24%. Это показатели одни из лучших в Дальневосточном федеральном округе. Они позволили республике за эти 2 года увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 2,16 лет. Очень хороший показатель, в 2 раза опережающий такие же показатели в среднем по Дальневосточному федеральному округу. Поэтому в рекомендациях нашей конференции значится, по крайней мере, наш институт рекомендовал рассмотреть этот опыт, тщательно изучить и использовать в регионах Дальнего Востока и Российской Федерации.
Ну и благодаря чему это стало возможно, уже сразу могу сказать, это все-таки привлечение местных сообществ и проект территории трезвости, которым охвачено более 50 сельских населенных пунктов республики. Именно они позволили снизить смертность от тех факторов, на которые медицина не влияет. И благодаря этому, например, по такому показателю, как потерянные годы потенциальной жизни, Республика Саха-Якутия находится на 42-м месте среди субъектов Российской Федерации, в то время как значительная часть, подавляющее большинство регионов Дальнего Востока занимает позиции в нижней части этой таблицы. Несколько слов о том, как могут общественные организации влиять на укрепление общественного здоровья. В национальном проекте демографии есть федеральный проект укрепления общественного здоровья, в котором одна из задач – привлечение общественных организаций и гражданских активистов к мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Наша комиссия, наш институт подготовили такой проект, он называется «Навигатор общественного здоровья». Он заключается в том, что мы рассчитываем показатели потерянные годы потенциальной жизни на уровне не только регионов, но и муниципальных образований. Сейчас такой проект мы полностью реализовываем в Вологодской области, а с Республикой Саха-Якутия у нас подписано соглашение, поэтому перспектива предполагает дальнейшую эту работу. Что это позволяет? Это позволяет разработать программы общественного здоровья на муниципальном уровне и выявить главные факторы, на которые должны быть направлены усилия при поддержке некоммерческих организаций. То есть это дополнительный ресурс, за счет которого мы можем повышать потенциал здоровья и снижать смертность на конкретных территориях. Я хочу пожелать успеха конференции, сказать, что то дело, которым занимается в республике, это правильное направление, ключевое, одно из ключевых направлений в национальной политике Российской Федерации. Пожелать вам успеха и сказать, что в лице нашей комиссии и общественных организаций, которые с нами сотрудничают, вы можете найти всегда надежных партнеров. Спасибо, успехов! Сергей, спасибо вам большое. Не знаю, такой несанкционированный, может быть, от меня вопрос, поскольку прозвучала тема демографии, я как-то так завелась. Может быть, вопрос к вам, может быть, вопрос в Москву куда-то в пустоту, да? Потому что вот как человеку с обостренным чувством справедливости мне непонятно. Вот неужели, по мнению принимающих решения об ограничении женщин, которые ждут пополнения в семье, да, попросту беременных, вот неужели, по вот мнению чиновников, женщина теряет мозг, как только видит две полоски на том самом тесте, и, значит, больше не может принимать решение, может она работать очно или нет? Вот меня очень смущает запрос чиновников к работодателям устранить таких женщин с работы. Может быть, вы что-то в защиту скажете тех или других? Вы имеете, если вы имеете в виду последнюю ситуацию, связанную с пандемией и с необходимостью охраны здоровья от коронавирусной инфекции, я могу сказать, что здесь, к сожалению, очень много непонятного в тех посылах, которые на сегодняшний день идут от органов власти. То есть, с одной стороны, есть какие-то определенные правильные, с моей точки зрения, ограничения, но с другой стороны, механизм их реализации не до конца отработан. Я считаю, что нам сейчас не хватает солидарности, обычной социальной солидарности в решении вопросов ограничительных мер в период пандемии. Мы сами должны, есть некоторые вопросы, которые мы не можем урегулировать законодательно или нормативно, потому что сейчас ситуация чрезвычайная, она форс-мажорная. В этих ситуациях обычные соглашения требуют встречных решений от всех людей. Я считаю, что, конечно же, мы видим, допустим, в январе младенческая смертность немного повысилась, немного, на 10%. И это следствие пандемии в определенном смысле. Я считаю, что, конечно, мы должны уберечь наше поколение и ограничить возможность заболевания женщин, беременных прежде всего. Но в то же время мы должны защитить трудовые права женщин. Я здесь вас абсолютно поддерживаю. Можно найти формы перевода на дистанционную работу, облегчение работы, гибкого графика. Вот такой подход, на мой взгляд, он более соответствует такой политике поддержки семей и женщин
которые находятся в ситуации беременности или воспитывают маленьких детей. И я считаю, что вот мы с вами вместе должны здесь выполнять нашу миссию, подправлять определенную политику, которая нам кажется не совсем до конца разумной и отработанной. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Хочется прямо вот признаться в любви, поскольку вы там логично все говорите. Но, видимо, увидимся уже в студии. Мы сейчас движемся дальше. Александра Игнатьева на связи, генеральный директор Союза российских городов, глава муниципального округа «Текстильщики» города Москва с докладом о развитии медицинского туризма в Российской Федерации. Опять повторюсь, попрошу покороче. Спасибо. Уважаемые организаторы, коллеги, разрешите вас поприветствовать от имени Союза российских городов, старейшего в нашей стране объединения муниципалитетов, которому в этом году исполнилось 30 лет. Союз объединяет 91 муниципальное образование. Это все самые крупные города нашей страны. И, естественно, приоритетами деятельности Союза определяются интересами участников и отражают наиболее актуальные социально-экономические процессы в нашей стране. Я благодарю руководство Конгресса за возможность выступить на такой авторитетной площадке. И понятно, что нашей сегодняшней темой пленарного заседания определение взаимодействия различных заинтересованных сторон и различных уровней власти в сфере здравоохранения. И это как нельзя более актуально не только в сфере бушующей в мире пандемии ковид, но и, на мой взгляд, еще более важно в связи с определением нашим президентом приоритетами всей внутренней государственной политики, а именно указом президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации до 30 года. И мы знаем, что в качестве основной цели развития нашей страны определено сохранение населения, здоровья и благополучия наших людей. И для достижения этой цели разработаны и реализуются национальные проекты здравоохранения и демографии, о которых сегодня уже говорили. Общий объем финансирования этих проектов должен составить более 5 триллионов рублей. Ну, на наш взгляд, это, конечно, колоссальная сумма. А в структуре этих двух национальных проектов предусмотрены 10 федеральных проектов, среди которых особый интерес, на наш взгляд, должен быть у наших городов, должен быть к федеральному проекту развития экспорта медицинских услуг. Дело в том, что проблема здравоохранения, полномочий и, соответственно, бюджеты – это прерогатива регионального и федерального уровней. Но если мы будем говорить о экспорте медицинских услуг, о медицинском туризме, то речь идет о комплексной, межведомственной, многоуровневой задаче. Иностранных граждан нужно проинформировать о возможности получить качественное лечение или реабилитацию в нашей стране, оказать визовую поддержку, застраховать в том числе от возможных осложнений, доставить в нашу страну, встретить, разместить, организовать получение медицинских услуг. Иностранный гражданин, посетивший нашу страну с основной целью получить лечение, так же, как и любой турист, должен где-то разместиться, питаться, а после прохождения лечения может быть заинтересован и в специальной туристической программе. Очевидно, что большинство лечебных учреждений, востребованных у иностранных граждан, находятся у нас в достаточно крупных городах, обладающих и достопримечательностями, и развитой индустрией гостеприимства. Поэтому мы считаем, что в реализации федерального проекта развития экспорта медицинских услуг велика роль городов и местных властей. Несколько слов о самом проекте. Его целью является увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом, на период до 2024 года. Куратором проекта является заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова. В структуре Минздрава Российской Федерации создан координирующий центр по реализации федерального проекта развития экспорта медицинских услуг. По данным Минздрава, за предковидный период до 2019 года количество иностранных граждан, пролеченных в наших клиниках, составило более 3 миллионов человек. При этом мировой рынок экспорта медицинских услуг в 2019 году оценивался в 44,8 миллиардов долларов США. При совокупном среднегодовом темпе роста рынка в 21,1% ожидается, что к 2027 году он может достичь 207 миллиардов долларов США. Из этих цифр видно, что цель федерального проекта, на наш взгляд,
вполне достижимая. В результате реализации национального проекта здравоохранения во многих городах появились новейшие медицинские центры, оснащенные самым передовым оборудованием. Большое внимание уделяет государство подготовке медицинских кадров. Отечественная медицинская школа авторитетна и признана во всем мире. Более того, страны, занимающие лидирующие позиции на рынке медицинского туризма, такие как Германия, Израиль, во многом обязаны своим успехом нашим специалистам, эмигрировавшим из стран бывшего Советского Союза и сейчас из России. При этом стоимость медицинских услуг в нашей стране многократно ниже. Так, например, стоимость распространенной операции по коронарному шунтированию в Германии составляет 30 тысяч евро, в Израиле 25 тысяч, а у нас 4,5 тысячи евро. Даже в небогатой Индии операция такая обойдется в 6,5 тысяч евро. Таким образом, потенциал развития экспорта медицинских услуг в России, безусловно, есть. В целом ряде регионов, городов уже созданы кластеры по развитию медицинского туризма. В первую очередь здесь хотелось бы отметить Тюмень, Воронеж, Москву и Екатеринбург. Например, в Тюмени реализуется проект, в рамках которого создано объединение ведущих клиник, и на базе многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город» функционирует корреляционный центр, который занимается вопросами организации и берет на себя решение проблем иностранных пациентов, связанных с организацией лечебных мероприятий и трансферов. В Тюмени в 2019 году количество иностранных пациентов, которые приехали лечиться, составило 30 тысяч человек. Для небольшой Тюмени, конечно, это достаточно большая цифра. Если среди гостей, конечно, это жители Украины, Казахстана, Турции, Китая, Болгарии, Сербии и других стран. В Воронеже в тесном взаимодействии с Воронежским государственным медицинским университетом имени Бурденко создан кластер медицинского туризма. В его структуру вошли не только государственные и частные учреждения здравоохранения, но и Воронежский международный аэропорт, предприятия индустрии гостеприимства. Разработан ряд комплексных медицинских туристических продуктов. В качестве одного из приоритетов Воронежский кластер медицинского туризма определил оказание стоматологической помощи. По данным Российской ассоциации медицинского туризма, самой востребованной медицинской услугой, оказываемой иностранцам, стала стоматология. Это 44% от общего объема медицинских услуг. Вот такая у нас хорошая стоматология в стране. Еще один региональный проект, о котором я бы хотела здесь сказать несколько слов, реализуется в Екатеринбурге. Это медицинский инновационный кластер академический. Целью проекта является создание первого в России инновационного медицинского кластера полного цикла с университетом мирового уровня. Кластер академический представляет модель, сочетающую высокотехнологичную медицину, биомедицинские исследования с опорой на сильную университетскую клинику, а также нацеленность на медицинский туризм. Объем инвестиций в кластер превысит 30 миллиардов рублей. Таким образом, мы видим важность развития медицинского туризма, его полезность для развития системы здравоохранения, его существенное место в национальном проекте здравоохранения, а также большой положительный эффект для экономики городов от увеличения потока иностранных туристов, обращающихся за медицинскими услугами. Поэтому мы в Союзе российских городов создали проектный офис «Медицинский туризм». В него уже вошли представители Минздрава Российской Федерации, ФМБА, наших городов и ведущие отраслевые эксперты. Я в заключение хотела бы всех наших уважаемых зарубежных коллег, наши города пригласить к сотрудничеству в рамках проектного офиса «Медицинский туризм» в Союзе российских городов. Конечно, все это в интересах здоровья и благополучия наших граждан и развития российских городов. Ну а всех жителей Якутии я бы хотела поздравить с праздником, а нам всем пожелать крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо вам огромное. Режим одного окна – это здорово по медицине, конечно. Дальше мы движемся. Юлия Поручикова, депутат Ростовской, как правильно сказать, Ростовской-на-Дону городской думы, главный врач клиники НИИ АП. Добрый день, слышно меня? Да, отлично, говорите. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники Конгресса. Хотелось бы поблагодарить за участие в таком масштабном мероприятии. Коротко расскажу о себе. Я депутат Ростовской-на-Дону городской думы, главный врач клиники научно-исследовательского института акушерства и педиатрии в структуре медицинского Ростовского-на-Дону государственного университета.
Я представляю здесь город Ростов-на-Дону. Хотелось бы рассказать о взаимодействии различных уровней властей и осуществлении организации здравоохранения на территории нашего города. В городе Ростове проживает на 1 января 2021 года 1 135 606 человек. Оказание медицинской помощи жителям оказывается в муниципальных, областных и федеральных учреждениях. В городе имеется 32 муниципальных больнично-поликлинических учреждения, из них 9 стационаров, 22 поликлиники, клинико-диагностический центр здоровья, детский санаторий. Экстренная и неотложная помощь оказывается 9 подстанциями скорой медицинской помощи. Взаимодействие между медицинскими организациями осуществляется на основании действующих нормативных документов в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи, где первый уровень – это участковые поликлиники, второй уровень – клинико-диагностический центр и третий уровень – областные и федеральные учреждения. Еще в начале 2020 года работа медицинских организаций всех уровней была нацелена на достижение индикаторов, определенных национальными проектами здравоохранения и демографии. Однако пандемия, о которой мы все сегодня говорим, она стала вызовом в системе здравоохранения, и нам пришлось перестраивать работу по организации оказания медицинской помощи на всех уровнях. За 2020 год в городе Ростове-на-Дону было зарегистрировано 20 872 случая больных коронавирусной инфекцией. В городе поэтапно было развернуто 3 ковидных госпиталя на 1400 койк. Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией было 4 провизорных госпиталя на 620 койк. Все эти медицинские учреждения были обеспечены необходимым количеством оборудования, привлечены необходимые медицинские кадры. В ковидных госпиталях было пролечено 13 238 человек, в провизорных более 10 000 человек. Была организована стационарная медицинская помощь беременным женщинам, детям, а также пациентам, которые нуждаются в проведении программного диализа. Более 1300 вызовов в сутки выполняли врачи скорой помощи. Это примерно в два раза больше, чем в обычное время. Все тяжелые пациенты, которые лечились в стационарах, были в режиме телемедицинских конференций консультированы с ведущими специалистами федеральных и региональных центров. Организована после маршрутизация долечивания после перенесенной коронавирусной инфекции, которая проводилась в областных и федеральных учреждениях. Более 1000 жителей в 2020 году получили такое лечение. На все и из федерального, из областного, из городского бюджета выделялись значимые средства на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Из федерального бюджета 1 959 000 000, из областного бюджета 548 миллионов, из городского бюджета 213,3 миллиона. За счет этих средств были созданы дополнительные коечные места, осуществлялись выплаты стимулирующего характера, были закуплены медицинские оборудования, средства для функционирования клинико-диагностической лаборатории. Медицинскую помощь в ковидных госпиталях оказывали 672 врача, 906 медицинских средних работников и 629 специалистов младшего медицинского персонала. Было привлечено более 100 врачей-ординаторов из Ростовского государственного медицинского университета. Большую помощь при организации медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене оказывали волонтеры. Для оперативного выезда участковой службы на дом к пациентам, транспортировки КТ, администрации города Ростова, района выделялся служебный транспорт. В оказании помощи медработникам для закупки средств индивидуальной защиты, питьевой воды, продуктовых наборов участвовали жители города, общественные организации, депутаты всех уровней. Как в течение года, так и сейчас ежедневно губернатором, главой администрации города, руководителями Роспотребнадзора и Минздрава проводится мониторинг заболевших с оперативным принятием мер по развертыванию инфекционных клиник. На сегодняшний день в стационаре проходит лечение по поводу ковида 489 человек, под медицинским наблюдением 1366 человек, из них 250 детей. С 18 января в городе активно ведется вакцинация жителей новой коронавирусной инфекции. Развернуто 55 пунктов в 22 медицинских организациях, организованы мобильные бригады, организован круглосуточный пункт на базе стационара. Все необходимые средства для оборудования, термоконтейнеры для соблюдения холодовой цепи приобретены за счет средств городского бюджета. На сегодняшний день вакцинировано более 36,6% жителей города.
Если говорить о нековидной ситуации, то всего в 2020 году на отрасль здравоохранения было направлено более 4,5 миллиарда рублей. Из них из федерального бюджета 1,3 миллиарда, из областного 951 миллиард, из городского бюджета 2,1 миллиарда рублей. За счет этих средств проводился капитальный ремонт, реконструкция, строительство. Была введена в эксплуатацию новая детская городская поликлиника в железнодорожном районе. Построено модульное здание подстанции скорой медицинской помощи. Введены в эксплуатацию медицинское оборудование закупленное. И приобретено 16 автомобилей для скорой помощи. К полномочиям городского бюджета по отрасли здравоохранения также относится обучение врачей-специалистов. И здесь у нас имеется достаточно хороший опыт подготовки специалистов в медицинском университете. С 2014 года по целевому направлению обучается 321 студент, которому из средств городского бюджета выплачивается 1500 рублей ежемесячной стипендии. На эти цели из бюджета города выделяется более 5 миллионов рублей ежегодно. С целью привлечения специалистов для работы в муниципальных учреждениях по остродефицитным специальностям в 2020 году Управлению здравоохранения города выделено 50 служебных квартир. На апрельском заседании городской думы депутатами инициировано внесение изменений в решение городской думы от 2006 года и включение в список льготных категорий граждан, имеющих право на приобретение служебного жилья, кроме врачей, еще и фельдшеров, водителей скорой медицинской помощи. Более 21 миллиона рублей ежегодно выделяется из городского бюджета на проведение туберкулезной диагностики детей и подростков. Только в 2021 году больше 206 тысяч человек обследовано, и это позволило выявить 15 случаев заболевания туберкулезом. Также проводится профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, и за счет средств городского бюджета направлено 2,4 миллиона рублей и проведено в 2020 году более 300 тысяч скрининговых исследований. Одним из важнейших событий 2020 года стало внесение изменений в Конституцию Российской Федерации. И впервые в основном законе страны закреплена обязанность органов местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивать доступность медицинской помощи. А доступность – это и есть поэтапное перепрофилирование ковидных провизорных госпиталей, наращивание объемов оказания плановой, в том числе специализированной медицинской помощи, своевременное проведение вакцинации, обследования коронавирусной инфекции, оснащение больниц необходимым современным оборудованием, строительство новых объектов здравоохранения, привлечение на работу в медицинские учреждения квалифицированных специалистов, а также развитие тех больших профилактических проектов, которые существуют на настоящий момент. Несомненно, данная работа обеспечивается взаимодействием представителей властей всех уровней и направлена на благо жителей города. Разрешите поблагодарить за участие еще раз в таком мероприятии и сказать о том, что спасибо большое, Мелита, за слова солидарности, совместная работа. Именно эта линия, которая объединяет всех нас, как на уровне муниципальных образований, так и на уровне сейчас нашего Конгресса, потому что все наши усилия направлены на сохранение и улучшение здоровья. Спасибо. Спасибо большое. По Дарвину прямо, да, победить не самый сильнейший, а самый восприимчивый к переменам. Мне остается только попросить Олега Смокотина, который тоже здесь в студии, глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга, муниципальный округ Екатеринговский, буквально резюмировать, я не знаю, в 3 предложениях, наверное, потому что мы страшно перебираем. Вот мне организаторы все пишут в чат, и я стараюсь делать вид, что я не замечаю, но все-таки. Секундочку. Добрый день. Ну, во-первых, позвольте поблагодарить организаторов данного мероприятия за приглашение и прием. Мне очень приятно, я впервые в Республике Саха. А что касается темы нашего разговора, то здесь я бы, конечно, хотел прежде всего обратить наше общее внимание на то, что отрасль здравоохранения, о которой мы говорим, да, но вот по факту оказывают услуги болезнелечения. Но это происходит от чего? От того, что у нас такой запрос. Мы обращаемся к медикам, когда уже что-то с нашим здоровьем не так. А вот как раз если говорить о здравоохранении, и вот здесь глава республики правильно отметил о том, что
В этом вопросе большую роль может и должны сыграть именно органы местного самоуправления. Вот я представляю органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, и наш округ входит в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки», о которой уже говорилось. Кстати, Татьяна Евгеньевна Шестакова, ответственный секретарь ассоциации, не смогла приехать с выступлением как раз из-за того, что заболела. Так вот, именно работа в этой ассоциации и помогает и позволяет обратить внимание органов местного самоуправления именно на вопрос здравоохранения, среди которых, конечно же, прежде всего это профилактика. Вот помните, в советское время в обязательной школьной программе, не знаю, как сейчас вот у вас в республике, вот в Санкт-Петербурге, это, к сожалению, ушло, но мы к этому возвращаемся. Было обязательное посещение такого музея гигиены, где нас всех учили, что мыть руки, да, потом в прошлом году мы к этому снова пришли, о том, что нужно этому учить, это делать и не забывать делать это правильно и регулярно. Так вот, как раз здравоохранение на муниципальном уровне и ведь является тем, что мы должны среди населения пропагандировать здоровый образ жизни. Ну, здоровый образ жизни, я сейчас говорю не об отказе там, от курения, алкоголя, это не только об этом, да, это вот, например, Череповец очень ярко представляет такую программу, как 0-5-30, то есть ежедневно 0 вредных привычек, 5 продуктов питания здорового и 30 минут активности. Вот такие простые программы на муниципальном уровне позволили бы повысить уровень здоровья жителей. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну что ж, я тогда резюмирую коротко. Все индивидуально, да, что я услышала. Это здорово и здорово. Здоровый диалог ради устойчивого развития переходит в чаты. Мы благодарим организаторов, мы благодарим зрителей, участников. Публичное пространство. Я говорю вам до встречи. Будьте здоровы. Звучит как тост, но перерыв всего на 5 минут.
Когда наступает благодатное лето, на пышно расцветающей, бескрайне раскинувшейся изначальной матери стране, люди солнечных лучей, потомки Урангхай-Саха, верхним божествам Айи поклоняясь, обитателям Срединного мира счастья и благополучия и спрашивая, с добрыми намерениями, с чистыми помыслами, светлый Исех, праздник солнца, устроили. Исех, проводимый в день летнего солнцестояния, это праздник обновления, когда каждый человек имеет возможность очиститься физически и духовно. Традиционно дни празднования начинаются с обряда очищения и благословения всех участников. Согласно якутской мифологии, начало Исеху, традиционному празднику якутов, положил легендарный прародитель народа Саха Эллей. Закрепленные в древности каноны праздника соблюдаются и по сей день.